Фонда президентских грантов Илье Владимировичу Чукалину. Доброе утро, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Наверное, хотелось бы вас поздравить с таким замечательным днем, потому что действительно, вот Владимир Викторович сейчас говорил несколько раз в своем выступлении, говорил о человеческом капитале, и несколько раз произнес слово «человек». И очень здорово, что сейчас человек становится самым главным объектом для подобных мероприятий. То есть мы думаем о каждом из нас, и мы с одной стороны, а с другой стороны мы думаем, что мы можем сделать вместе. И вот Саха-Якутия — это самый крупный субъект Российской Федерации, но истинное богатство республики — это люди. И форум подтверждает, что вот это богатство, оно, в принципе, обеспечит республике развитие. Ну и с учетом такой огромной территории, мне кажется, что проектов, инициатив здесь должно быть очень много, они есть, и мне кажется, что в будущее мы смотрим очень оптимистично, потому что очень многие проблемы уже сейчас решаются, и, наверное, как раз возможность собраться вместе, обсудить и договориться, потому что понятно, что для всех нас всегда, ну вот почему нужен гражданский форум, зачем нам вообще в принципе собираться, потому что у каждого человека есть свое мнение и видение, и мы даже внутри каждой организации спорим, а уж когда много разных организаций, некоммерческих организаций, и есть в чем-то мы можем быть не согласны друг с другом, у нас но единственный способ для развития — это договориться, прийти к пониманию, и вот слово «консолидация», наверное, очень важное, интересное слово. Для меня это такое, когда только прилетел в аэропорт и в аэропорту увидел, что год консолидации, на самом деле удивительно хорошее слово, и оно удивительно хорошо подобрано, потому что мы можем, никто нас не заставляет отказываться от своего мнения. И то, что вот у вас вчера тоже, я слышал, были жаркие дискуссии, это же здорово, то есть, но вместе с тем наше собственное мнение, что бы мы ни считали, чтобы никаких взглядов не придерживались, мы в какой-то степени обречены на консолидацию, потому что это единственный способ развития, ведь мы хотим развития для нашей земли, и это единственный путь объединиться вместе. Никогда ни у кого в одиночку ничего не получается. Собственно говоря, почему вот несколько моментов, связанных с деятельностью фонда президентских грантов, ведь что такое, вообще мы так говорим, гранты, конкурс, но на самом деле о чем речь? Речь о том, что президент создал механизм, по которому любой человек в нашей стране может собрать команду и сказать: вот мы же постоянно с вами уже сталкиваемся, вот мы видим бездомную собаку, помогаем ей, хотим покормить птиц, видим, что какому-то человеку сложно, мы ему помогаем. Мы же не бежим куда-то, мы не начинаем звонить: так, вот смотрите, человеку плохо, давайте мы сами берем и помогаем. И точно так же, если мы видим какую-то проблему, если мы видим, что мы в состоянии что-то решить, если мы видим, что мы в своем родном селе можем благоустроить территорию, построить детскую площадку, построить спортивную площадку, организовать спортивный клуб, ведь нам не нужно ничего ждать, мы просто берем и делаем. И вот если такая инициатива есть, если мы готовы сами брать на себя ответственность за то, что происходит в нашей стране, в каждом уголке нашей страны, мы можем найти ресурсы на это. Это могут быть и ресурсы бизнеса, но это может быть и поддержка президента. И множество организаций уже в Республике Якутия доказали, что это реально, потому что у нас десятки победителей конкурса каждый год. Последние 3 года их число заметно выросло, и мы надеемся, что итогом этого форума станет то, что победителей станет еще больше, и поддержка будет получена. И это очень здорово, что, опять же, мы говорим о системе грантов, но кроме того, ведь грант — это всего-навсего, мы всегда говорим, собственно, сегодняшний семинар, который будет, и мое выступление относительно участия в конкурсе, мы говорим, вот заполнение заявки, документов. На самом деле, для кого мы составляем проект? Вот кому он нужен? Он нам нужен нам самим. То есть любой проект мы создаем для себя, потому что
потому что он позволяет нам структурировать свое видение, что мы собираемся сделать. То есть мы сами себе отвечаем на вопрос, а что мы хотим сделать, а что мы... И в какой-то степени мы это делаем для того, чтобы понять, как мы будем работать, а с другой стороны, мы пытаемся экспертам конкурса президентских грантов, которые оценивают проекты, мы им хотим рассказать, и рассказать. Мы должны понимать, что по большому счету, чтобы выиграть президентский грант, несложно, если мы представили проект, рассказали о том, что мы хотим сделать. Потому что обычно бывает, что мы вот все понимаем, вроде бы на одном языке говорим и думаем, что нас все должны понять без слов. Ну вот мы написали несколько строчек и все, всем понятно, что мы делаем. На самом деле, не всегда так. Есть особенности. И страна у нас очень большая, и эксперты, они хотя и разбираются, но все нюансы невозможно увидеть, и в том числе вычитать, и за вас додумать. Именно поэтому очень важно, чтобы как к любому делу мы также ответственно подходили и к подготовке проекта. То есть это не какая-то тоже формальность, это не просто там попытка вот что-то написать, а потом для нас это ваш план действий. Вот как вот сейчас мы говорили о том, что есть программа развития Дальнего Востока, это же тоже программный документ. В нем тоже содержатся шаги, но пока их не написать, они не будут происходить. Точно так же, как и с проектом, вы продумали, а что же мы делаем. В этом процессе вы можете обратить внимание на проекты ваших коллег из других регионов, кто как делает, у кого какие технологии, как получается. Если это технология реабилитации инвалидов, то как они это делают. В чем ваша уникальность? Возможно, то, что вы делаете, оно даже лучше, может быть, и даже эффективнее. Поэтому, но только лишь вот такое на уровне, отрефлексировав, посмотрев на свою деятельность, на деятельность коллег, можно получить уже инициативу, которую можно будет реализовать. И я повторюсь, вот все-таки относительно девиза форума этого года «Наша сила в единстве», вот проект это, конечно, не про один в поле воин, потому что проект он предполагает, если мы хотим позитивных изменений, то проект это про вместе. То есть это значит, что у каждого проекта должны быть партнеры. То есть это если вы у себя на территории хотите заниматься решением какой-то проблемы, вы все равно привлекаете в качестве партнеров тех, кто вам может помочь. Вы ищете, а кто же еще, кто со мной вместе может на территории взяться за эту проблему, для кого она важна. И вы сплочаете команду, вы собираете единомышленников. Возможно, это просто из числа ближайших родственников, друзей, но вы собираете единомышленников, потому что никогда никому в одиночку не удастся, по крайней мере, каких-то долгосрочных. Да, можно что-то один шаг сделать, но каких-то долгосрочных перемен мы можем добиться только вместе. Собственно, вот это, наверное, самое главное. Но о деталях поговорим, наверное, я так понимаю, что мы так плавно переходим к семинару, я даже, наверное, даже не семинар, а скорее такое что-то хотелось бы, наверное, лекция, но с обратной связью относительно конкурса президентских грантов. Коллеги, поднимите руку, кто уже участвовал в конкурсе президентских грантов? То есть на самом деле, многие у нас в зале опытные, поэтому я сразу тогда извинюсь, поскольку есть и много людей, которые руки не подняли, то есть поэтому я, наверное, какие-то больше деталей дам, поэтому если я буду говорить что-то, что вам уже хорошо известно, то вы не обижайтесь, потому что это направлено на то, чтобы всем нам было, мы говорили на одном языке, и всем нам было понятно. Тогда, если попрошу вывести... еще выступление. Видите, все, тогда давайте мы тогда это сделаем небольшой перерыв, да, вот я сейчас еще все выступят, и тогда я уже вернусь, и будет продолжение, тогда я уже подробнее расскажу о конкурсе президентских грантов. Раз такая возможность есть. Ну и все равно я желаю вам успешной работы и сегодня, и, естественно, все время, которое у себя на территориях, в ваших организациях, потому что вы помогаете людям и вы зажигаете их. Это на самом деле самое важное. Та энергия, которую вы в том числе обретете здесь и усилите, наверное, надеюсь, на форуме, вам ее предстоит еще принести к себе в своей организации, в своей территории. Я надеюсь, что у вас все это очень хорошо получится, и даже в этом уверен.